В подшефном городе Татарстана в Лисичанске продолжаются работы по восстановлению отопления и водоснабжения в разрушенных ВСУ жилых и административных зданиях. Во время обстрелов города повреждения получили и многоэтажные дома, и жилые частные домовладения. Их в Лисичанске 14 тысяч. Несмотря на ежедневные усилия, которые предпринимаются специалистами из Татарстана, жители Лисичанска часто сталкиваются и с отключениями воды. Только за месяц наши специалисты устранили 20 аварийных прорывов на центральном водопроводе. Каждый день наши инженеры, слесари, сварщики работают под открытым небом в городе, который находится вблизи линии боевого соприкосновения. О том, с какими сложностями в работе приходится сталкиваться нашим специалистам, в материале Алины Сулеймановой. В подшефном городе Татарстана в Лисичанске продолжаются работы по восстановлению тепла и водоснабжения в жилых домах. Совместные совещания на объектах, которые проводит вице-премьер нашей республики Евгений Варакин и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко с представителями городской власти, ресурсных организаций и рабочих из Татарстана, дают возможность прямо на месте решать многие задачи. Чтобы они согласовали, чтобы завтра это работали. В помощь местному водоканалу в Лисичанск из Татарстана приезжают и бригады АО «Казэнерго». Специалисты предприятия запускают отопление в жилых и административных помещениях города. На сегодня это уже 34 здания, в том числе и детский сад, и объекты здравоохранения. Здесь под кафель, все под манипуляционные, операционные. Да. А всего благодаря поддержке Республики Татарстан к отоплению подготовлено более 100 домов. Восстанавливать тепловой контур в разрушенных ударами ВСУ домах – одна из важнейших задач в городе. 797 многоквартирных домов, а именно столько в Лисичанске. И каждый дом получил повреждения. Работы немало. Пока сложно, конечно, жителям местным. Помогать людям уж, раз попали в такие трудности, как говорится. Чуть лучше обстоят дела с запуском тепла в частных домовладениях. Их в Лисичанске 14 тысяч. Многие дома имеют индивидуальную систему отопления, газовую или электрическую. А эти вопросы в городе уже решены. У нас в городе присутствует порядка 45% этих домов находятся оборудованы индивидуальным отоплением. С газом у нас вообще вопросов нет. У нас с газом 100% люди обеспечены нашего округа. Сейчас в центральной части, в южной части нашего округа восстановлено полностью электроснабжение. Это тоже помогает людям для обогрева своего домовладения. Несмотря на ежедневные усилия, которые предпринимаются специалистами из Татарстана, жители Лисичанска часто сталкиваются с аварийным отключением воды на центральном водопроводе. Вот такой был аварийный порыв вчера вот на главном водоводе диаметром 400. Начали работу, и вот, соответственно, потом вот такое количество большой воды. Длина трассы, на которой в этот раз произошел прорыв, 9 километров. Сказывается серьезная изношенность труб. Водопровод Лисичанский прокладывался еще при советской власти в далекие 60-е. Ни гривны Украина не вкладывала после. Даже когда вот режешь вот эту трубу, кажется, что металл это нормальный, но уже в некоторых местах он может быть толстый, в некоторых местах он уже прогоревший, он уже в неудовлетворительном состоянии, и он уже может в любой момент, даже какой-нибудь маленький скачок давления, и он уже может там образоваться свищ. Для жителей Лисичанска, недавно переживших и голод, и бомбежки, обыкновенные ремонтные работы на водопроводе имеют огромный смысл. Горожане видят в этом проявление настоящей заботы. Нам 30 лет, вот тут никто даже гвоздя не забыл. А зараз работа кипит полностью. Везде делают, ремонтируют. Специалисты «Казэнерго» работают в плотном взаимодействии с сотрудниками местного водоканала. Ведь сейчас практически с нуля приходится восстанавливать не только сам водопровод, но и подтверждать инженерную схему коммуникаций и состояние труб. В земле же не только находится труба холодной воды, там есть коммуникации, есть и газопроводы, есть и электрические сети, поэтому смотрим, если на состояние трубы. Если труба нормальная, а свищ маленький, мы ставим заплатку. А когда полностью производим раскопки, смотрим то, что труба не в удовлетворительном состоянии, уже отмеряем участки, которые в плохом состоянии, и уже целиком меняем трубу.
Я передаю информацию местному водоканалу, где я меняю, сколько я меняю, какие ремонтные работы я произвожу, а они уже себе там делают записи. Это уже 20-й прорыв на водопроводе за месяц, который ремонтируют специалисты АО «Казэнерго». Насколько это профильная работа для профессиональных сотрудников «Казэнерго», которые вообще-то занимаются подачей тепла? Ну, для нас, конечно, это немножко другой профиль, но все-таки наше предприятие отправило сотрудников, зная то, что мы можем работать, мы адаптируемся к местному климату, к работе, и поэтому получается у нас работать. Местные жители, работники водоканала нас благодарят. Это не первая для многих командировка в Лисичанск. Окончание работ на этом участке с нетерпением ждут не только местные жители, но и дома в Татарстане. Потому что без поддержки родных и близких с такой работой вряд ли справиться. Не страшно? Ну нет. Местные жители живут, дети живут. Родители с колясками ходят. Им не страшно, а нам что? Назвать жизнь Лисичанске простой сегодня нельзя. Город стоит на линии боевого соприкосновения. Звуки артиллерийской канонады перебиваются звуком мирно работающего экскаватора. Днями наши инженеры, сварщики и слесари работают под открытым небом. Посмотри там снизу, какой толщина трубы. Нормальная, более-менее. И все это ради одного большого, но очень важного дела – возвращения к мирной жизни российского города Лисичанск. Алина Сулейманова, Андрей Ключников. 7 дней.